Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». До начала фестиваля Хибла Герзмава приглашает осталось всего несколько дней. О том, как идет подготовка к юбилейному концерту, какие сюрпризы ждут наших зрителей и вообще о некоторых проблемах в сфере культуры мы поговорим сегодня с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия. Эльвира Анатольевна, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. До начала фестиваля Хибла Герзмава приглашает, осталось буквально несколько дней. Каждый концерт – это нечто особенное. В этом году это юбилейный концерт будет, 15 лет исполняется фестивалю. Что интересного и необычного ждет нашего зрителя на сей раз? Да, вы совершенно правы, до начала фестиваля осталось всего несколько дней, хотя подготовка к фестивалю уже длится много месяцев. И фестиваль особенный, юбилейный. И уже последние 2 года фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Он расширил свою географию. В прошлом году он открылся в Мюзик-Ферайне, прошел в Абхазии, затем закрылся в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. В этом году в апреле он открылся в Сант-Морице. Премьера спектакля «Медея» для абхазского зрителя в рамках фестиваля пройдет в августе. И, несомненно, это является самым главным сюрпризом, абсолютно уникальной возможностью нашего зрителя посетить спектакль, оперу Луиджи Черубини в постановке Александра Тителя, на которую в Москве-то попасть очень и очень сложно. И поэтому сама идея развернуть все это действие на фоне исторического полотна Сухумской крепости, где это будет проходить, где живой декорацией к спектаклю будет Черное море, на дне которого покоятся останки, по преданию Диоскурии. И все это очень... Тема фестиваля, она, созданная самой Хиблой, да, она на самом деле очень не случайна, потому что здесь и мифы, и легенды, и родина самой Хиблы, и интересная судьба этого спектакля, и интересная судьба ее, без сомнения, великого артиста. Самое главное, что фестиваль, который Хибла начинала еще 15 лет тому назад, он наполнен ее энергией. Он каждый год компонуется заново, она продумывает его программу. Это она самостоятельно программу придумывает? Да, конечно, программу. Да, конечно, это ее идея, мы с удовольствием ее подхватили. Единственное, мы все с одинаковой радостью пустились в такую авантюру, как сделать это именно в заповеднике Сухумская крепость. Сила убедительности именно в этом месте. Впервые, кстати, в этом году был организован телемост с Хиблой Герзмава. Я предлагаю сейчас посмотреть отрывок из этого телемоста. У нас фестиваль происходит и родился, и живет, и дальше будет жить обязательно в Абхазии. Он немножко меняет свои географические ресурсы и растет дальше. У нас фестиваль добрый, у нас фестиваль несет музыку счастья. Это будет 2 вечера, как это обычно бывает на наших фестивалях. Один классический вечер, 2-й вечер джазовой музыки. И мы пытались с нашим театром сделать такую маленькую историю одной оперы. Это мероприятие можно назвать главным культурным мероприятием года в республике. Ну, как мы понимаем, этот фестиваль и вообще само мероприятие весьма дорогостоящее. Приезд музыкантов, транспортировка оборудования. В прошлом году он был профинансирован меценатом и другом Хиблы Герзмава Николаем Ачба. Кто поддержал этот проект в этом году? В этом году фестиваль, как и все 15 лет, несомненно, поддерживает правительство Абхазии и, конечно, существенную часть финансовую, можно сказать, подавляющую, конечно, взял на себя меценат и друг фестиваля Николай Ачба, и, конечно, огромная ему благодарность за это. А сам фестиваль, конечно, он сложный, он многокомпонентный, потому что
приезжают разные группы, у которых разные задачи, специальное оборудование, которое дает возможность создать амфитеатр в этот день, сцена, звук и прочие сопроводительные, да, такие вот моменты этого мероприятия, они, несомненно, требуют немалых и финансовых, и человеческих ресурсов, и поэтому как-то все вместе сообща этим занимаются. Министерство культуры, каково ваше участие вот в этом проекте? Вот вы конкретно чем занимаетесь? Мы конкретно занимаемся организацией фестиваля здесь, в Абхазии. Конкретно, что можно сказать, что туда входит? Все, начиная от приема гостей, от логистики всей общей, да, от подготовки самой территории, которая, как уже говорила, не совсем приспособлена для того, чтобы на ней проходили такие мероприятия, которые должны быть абсолютно точно отработаны. И молодой коллектив Министерства культуры, который уже получил опыт в проведении прошлогоднего фестиваля, уже, имея такой опыт, занимается этим. И у нас есть оргкомитет, в который входят не только работники Министерства культуры, работники других ведомств. И мы решаем все вопросы и задачи, которые буквально поступают каждый день. Наша суть — превращать все проблемы в задачи и решать их, я бы сказала так. Интересно, кстати, посмотреть небольшой комментарий о том, как были распроданы билеты, они были распроданы в считанные часы. Давайте посмотрим комментарий Ираклия Хитба. Медея и джазовый концерт совместно с трио Данила Крамера. У нас 2 аншлага, это уже очевидно на оба дня. И на Медею, та очередь, которая была в билетную кассу на спектакль Медея, мне кажется, это беспрецедентная очередь в театральной кассы в Абхазии в истории, новейшей истории нашей страны. Но меня это не удивило, потому что и в Москве на Медею попасть практически невозможно. На 3-4 месяца вперед все билеты на этот спектакль распроданы. Это, безусловно, выдающаяся работа режиссера Александра Борисовича Тителя, выдающаяся работа актрисы и певицы Хиблы Герзмавой. Я думаю, что то, что наши зрители в Абхазии увидят этот спектакль, это будет важным, таким значимым событием в их жизни. За 4 часа были распроданы все билеты, и, как мы видим, интерес к фестивалю огромный. Вам не кажется, что в последнее время люди стали больше приобщаться к культурной жизни? И как бы изменилось ли, вот, на ваш взгляд, сознание людей, вот, отношение к культуре? Ну, вы знаете, продолжая тему фестиваля, наверное, скажу о том, что Хибле удалось сделать вообще нечто уникальное, превратить такое элитарное оперное искусство практически в массовое, потому что то, что говорил сейчас Ираклий Ревазович, действительно подавляющее большинство наших знакомых, приятелей и гостей мечтали попасть в этот день на фестиваль, и поэтому та очередь, которая сложилась, она вполне ожидаема, причем и спасибо Русскому театру, который очень точно, и они даже регламентировали продажу билетов, чтобы в одни руки человек не мог покупать много билетов, чтобы, то есть как можно большее количество людей смогли приобрести билеты. И поэтому я думаю, что Хиблина заслуга в том, что за 15 лет все-таки вырос сам зритель. И очень многие люди, которые имели возможность быть зрителями, слушателями всех ее программ, ее фестиваля, это же уникальная возможность у себя дома получать такое качество мирового уровня, музыку, да, исполнителей, всех, кто за эти годы сюда приезжал. И, несомненно, это влияет на мировоззрение, на общую культуру, на все что угодно, потому что все, что нас окружает, нас формирует. Ну, мне кажется, вот билеты раскупают не только на фестивале, вот постановки в Абхазском драматическом театре, приезд других музыкантов тоже. Вам не кажется, что вот наша публика стала более активно посещать такие места культурные?
Ну, вы знаете, наверное, люди всегда стремятся к зрелищу, это античная истина. Недавно у нас был приезд Князева в Абхазском драматическом театре. В принципе, была та же история. Есть билеты очень быстро раскупались. И вообще надо сказать, что у наших зрителей хороший вкус. Все-таки в наше время учреждения культуры, в том числе театры, музеи, филармония, да, у них сегодня стоит сверхзадача привлечь зрителя, потому что зритель сегодня попадает под огромный поток информации. Достучаться до зрителя, сказать ему, что подлинно, что качественно, что действительно стоит посетить, от чего стоит отказаться, очень сложно. Вот вы сказали о том, что все постановки, они не случайны. Это входит в задачу репертуарной политики театра. Обязательно каждый театр, филармония, театр создают, разрабатывают, утверждают свой репертуар, который укладывается в их репертуарную политику. Поэтому, конечно, они заинтересованы в том, чтобы создавать мероприятия, которые будут интересны нашему зрителю, будут, как вам сказать, носить не только развлекательную, но и просветительскую какую-то историю. Мы, кстати, провели небольшой опрос среди населения и попытались выяснить, какие культурные мероприятия они запомнили и какие им понравились больше всего за последнее время. Культурные и спортивные тоже. Как вы сами знаете, да, но мы, к сожалению, туда не попадем. А почему? Потому что туда очень много желающих и, наверное, очень трудно с билетами. Да. Она привозит очень интересных сюда музыкантов, ее друзей. Ну, к сожалению, не попадаем. Смотрим только по телевизору, ну, с удовольствием. Скажите, пожалуйста, вот какие культурные мероприятия вот в нашей стране вам запомнились? Недавно проводили на берегу День города Сухума. Прекрасно было все, что показывают. Мы плохое никогда никому не показываем все хорошее. Что бы вы хотели, вот как представитель молодого поколения, что вот для молодежи, чтобы проводилось? Ну, больше мест, где молодежь может отдыхать, где есть, допустим, кинотеатр хороший. Да, хорошие мероприятия проходят, это очень приятно, очень радостно и весело для молодежи, для детей, для всех. А что вам запомнилось конкретно, расскажите? Последнее время? Ну, последнее время вот это чемпионат мира, что проходило, вот это самое радостное было. Хибла Герзмава уже говорят, билеты все раскупили, даже местов нету, сказали. Это очень приятно. У нас вообще послевоенные много времени вроде бы прошло, но все равно люди в депрессии, многие в депрессии. Чем больше позитивнее выступления всех, можно и эстрадных, прекрасных, там, зарубежных, можно даже их приглашать, побольше позитивных эмоций. Самое запоминающееся – это, естественно, чемпионат. Потом я очень люблю ходить в театры, и то, что я запомнила, это Тартюф, русский театр. Это было просто неописуемо, море эмоций. Также День города, Сухум тоже было очень... Вот, да, на стадионе «Динамо» тоже было очень хорошее мероприятие. Независимо от возраста, все мероприятия не остались незамеченными. Ну и, конечно, большой интерес к фестивалю Хибла Герзмава приглашает. И вот чемпионат мира Канифа как раз показал, насколько нашему населению необходим такой праздник. И интересно вот узнать, какие проекты еще готовятся вот на ближайшее время для наших зрителей. В Абхазии, как, впрочем, и в любых других странах, существует такой вот двойной круг культурного кровообращения, потому что есть большой круг культуры, в который входит массовая культура, без знака минус. То есть массовая культура, она как вид отдельный. И есть более малый круг культуры. Массовая культура, она всегда рассчитана на то, чтобы включались большее количество людей. У нее свои задачи. Малый круг культуры, он в основном для зрителя подготовленного. Как правило, это более сложные виды искусства. Сам малый круг культуры, он всегда почти находится в конфликте с большим, но именно в нем создают те тенденции, те, не знаю, смыслы. Бывает так, что мероприятие интересное, качественное, сложное, оно собирает меньше зрителей, чем, допустим, мероприятия другого рода. Здесь Наша важно... практика показывает, что и на такие мероприятия у нас аншлаги
Ну, тот же фестиваль, он же относится к малому кругу, как вы говорите. Фестиваль, так я перед этим сказала о том, что Хибле удалось сделать его буквально народным, да. Поэтому здесь, конечно, цели и задачи разные. На самом деле, в последнее время можно точно сказать, что театры стали посещать больше. Больше стали посещать вообще культурные мероприятия. Я думаю, что это связано и с каким-то, не знаю... Вот сейчас как раз здесь говорили о депрессии, о том, что действительно послевоенная депрессия, она длится не год, не два, а длится надолго. И, может быть, это такое отвлечение. У культуры, у искусства много разных задач. И, может быть, одной из них как раз-таки возвращать к жизни. И, конечно, хочется еще отметить, что в последние годы, особенно молодежь, очень сильно включились в защиту наследия. Это видно, эти выставки. Вот сейчас и сам департамент под руководством Батала Самсоновича осуществляет программу по наследию. У них сейчас экспедиции, командировки по Абхазии. И видно, что особенно молодые люди, они осознают, что памятники культуры – это, несомненно, богатство, которое принадлежит в том числе и им, и его надо защищать. А вот что вы готовите вот какие проекты нам интересно узнать на ближайшее время? Что-то интересное готовится для наших зрителей еще? А у нас в конце августа пройдут Дни России в Абхазии в рамках сотрудничества Министерства культуры России и Абхазии. И в рамках этих дней мы будем подписывать уже расширенное соглашение о сотрудничестве. Приедут несколько коллективов тоже известных. Будет проходить конференция по культурному паломничеству. И осень у нас порадует тем, что у нас запланирован ряд музыкальных мероприятий. Наши музыканты поедут в Калининград, и несколько наших коллективов, они уедут на гастроли, пока география определяется. Русский театр сейчас готовится к сезону, я знаю, что он готовит несколько премьер, там будет и приглашенный режиссер, и поэтому я думаю, что культурная жизнь, так вспыхнувшая летом, надеюсь, продолжит свою жизнь и осенью. Вот вы немного коснулись проблем сохранения памятников историко-культурного наследия. Мы об этом делали подробно программу, но мне бы хотелось поговорить еще и о других проблемах. Наряду с теми положительными результатами вашей работы еще очень много проблем осталось. Оказалось, что более 20 лет наша национальная картинная галерея не имеет своего собственного отремонтированного здания. Давайте сейчас посмотрим сюжет о том, как на протяжении всего этого времени хранятся экспонаты. Улица Пушкина в Сухуми – единственное место в столице, где сосредоточены сразу несколько объектов культуры. Абхазский национальный драматический театр, Государственная филармония, Центры народного и детского творчества. Но мало кто знает, что в этом ряду еще должна находиться и Национальная картинная галерея. Вот это здание было выделено Владиславом Арценбо 20 лет назад для строительства галереи. Но до сих пор работы здесь не были начаты. Фонд, который составляет около 4000 экспонатов, вот уже несколько десятков лет хранятся на втором этаже центрального выставочного зала. Туда мы включаем и очень ценные, с нашей точки зрения, фотографии, связанные с племянницей художницы Бубновой. Значит, вы знаете, она была замужем за японца, и племянница японца Йоко Оно, которая вышла замужем за Ленина, вот ее фотографии ранние, средние, поздние, они у нас хранятся. Самыми ценными для нас и для истории искусства Абхазии являются работы знаменитого нашего художника, одного из реформаторов театральной живописи Александра Константиновича Чачба-Ширвашидзе. Работы, которые должны храниться в особых климатических условиях, запакованы в чемоданы и расставлены по полкам. Вот в таком виде, без соблюдения какого-либо температурного контроля. Хранит работы десятилетиями в таком вот вертикальном положении, где температурный режим не соблюдается, где влажность воздуха очень высока, 70-95%. Это все отражается. Будущее фонда, который чудом удалось сохранить во время войны, теперь уже в мирное время под угрозой. Еще 2-3 года в таких условиях, говорят специалисты, и может быть нанесен непоправимый ущерб всем этим экспонатам.
Вот как мы видим, экспонаты хранятся в недопустимых условиях. Вот за 20 лет не удалось решить эту проблему. Можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время наконец-то ситуация изменится? Вы знаете, для того, чтобы эта ситуация изменилась, нужно построить картинную галерею, потому что то замечательное здание, которое мы видели, и на самом деле это просто внешние стены, внутри не существует ничего, на что можно опираться при строительстве, надо строить внутрь, то есть реставрировать это здание и достраивать к нему отдельные отсеки, которые бы были местом хранения для картин. Для них делают отдельные боксы. Надо создавать отдельные реставрационные мастерские, отдельная административная часть. То есть это большое глобальное строительство. И вот Сурам Михайлович сейчас как раз говорил, есть план, эскизный проект галереи. Мы говорили об этом в прошлом году, но, к сожалению, это очень немалые финансовые затраты. Картины действительно хранятся в недопустимых условиях. И, возможно, если через 10-15 лет галерея построится, экспонировать-то будет уже особо нечего. На сегодняшний день нам надо решить задачу хотя бы это сохранить, возможно, перевести в другое место, но самые ценные экспонаты сохранить. И параллельно думать о том, как, может быть, поэтапно, можно будет построить эту галерею, может, не за год, может, не за два, но тем не менее. Во время войны это все удалось сохранить, а сейчас вот в мирное время? Мирное время – это тоже испытание для картин. Потому что вот в инвестпрограмму включить этот проект? Вы знаете, к сожалению, в инвестпрограмму прошлую галерея не была включена. Инвестпрограмма, которая сейчас работает, она была сформирована уже в 2013 году. То есть сейчас ее уже включить невозможно. До 2017 года? До 2017 года нет. Если до 2017 года не решится вопрос картинной галереи, ее, несомненно, надо будет включать в программу. Мы надеемся, что все-таки эта проблема будет решена в ближайшее время. Я знаю, что вы одними из первых выполнили поручение президента, представили концепцию развития культуры на ближайшее время. Напоследок хотелось бы, завершая нашу беседу, спросить о том, как реализовывается эта концепция. Она в рамках общей концепции развития государства, поэтому мы с Центром стратегических исследований ее как-то согласовывали, помогали друг другу. Это базовый документ, основные принципы и механизмы, как сохранить наследие и как развивать культуру. Можно сказать о том, что при формировании плана на будущий 2017 год основным для нас выбором мероприятий, программ является именно та концепция, которую мы предложили. Мы с удовольствием приняли замечания членов коллегии Министерства культуры и привлеченной экспертной группы, которая посоветовала закрепить и усилить какие-то нюансы, допустим, по языку, по сохранению абхазского языка, по программам для репатриантов. Да. Мы постарались все нюансы учесть, и уже в формировании именно 2017 года план он будет в соответствии с этой концепцией. У меня на этом все. Эльвира Анатольевна, спасибо, что нашли время прийти к нам. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о предстоящем фестивале «Хибла Герзмава приглашает» и некоторых проблемах в сфере культуры. Я прощаюсь с вами до следующей недели.